Экоснайпер LS977F. Я считаю, что сейчас эта вещь практически должна быть в кармане, в сумке любого человека, который передвигается пешком, там не на машине, да, допустим, от метро до дома, там, до работы, где не ходит общественный транспорт, потому что сейчас уже наступает осень, злые, агрессивно настроенные собаки, явление достаточно частое в России, тем более с наступлением холодов это явление еще может быть усилено, еще больше. Я тоже в свое время работала на другой работе, которая находилась достаточно далеко от остановки общественного транспорта, нужно было проходить под мостами, и как раз таки там бегали даже стаи агрессивных собак. И я вот сейчас, когда узнала об этом приборе, очень жалею, что в то время я вообще не знала о его существовании. Я думаю, что если бы он у меня тогда был, это бы, точно сэкономило хотя бы мои нервные клетки. Поэтому прелесть данного прибора в том, что он очень эффективен и безопасен в одно и то же время. То есть он безопасен, конечно же, для человека, который его использует, и, по сути, даже для самого животного. Даже для собак он безопасен, поскольку он никак не воздействует ни на их здоровье, ни на их психику, а лишь пугает их. То есть данный прибор работает на ультразвуке. Он излучает ультразвуковой фон, ультразвуковые волны, которые негативно очень воспринимаются собаками, и те как можно скорее стремятся от них как-то уйти, да, обойти. То есть как только вы видите, что к вам приближается агрессивно настроенная собака, вы тут же вынимаете данный прибор из кармана, нажимаете одну из кнопок, здесь их 3, и прибор начинает испускать ультразвуковые волны, и в дополнение к нему можно даже включить такие яркие светодиодные вспышки. Можно пользоваться только вспышками, либо только ультразвуком, либо нажать вот на среднюю кнопку, и у вас одновременно будет работать и ультразвук, и яркие светодиодные вспышки, что как бы дополнительно усилит действие данного прибора. Однако стоит заметить, что данный прибор не рекомендуется использовать в отношении натренированных собак, потому что может просто не подействовать на них, даже если их специально обучали. Также не рекомендуется использовать данный прибор на глухих собаках, каких-то больных, опять-таки, поскольку его эффективность может оказаться не такой, как вам нужно. И если вы оказались с собакой в какой-то замкнутом пространстве, в помещении, допустим, в лифте или в кладовой, опять-таки лучше не рисковать, не пользоваться данным прибором, поскольку у собаки может проявиться неоднозначная реакция. А вообще, в целом, в каких-то бытовых ситуациях, да, если вы идете по улице темной, и вы видите, что к вам бежит агрессивно настроенная собака, вы спокойно достаете данный прибор, направляете на нее, и нажимаете кнопочку, и все, вы будете надежно защищены уже в безопасности. Поэтому считаю, что это очень удобная такая практичная вещь, плюс он такой очень компактный, практически как телефон, можно легко поместить его в карман или опять-таки в сумку куда-то, и очень быстро достать в случае необходимости.